Предасловие доктара Францыска Скарыны у кнігу премудрага цара Саламона, рекомую Еклесіястыс. Трое кнігі напісаў ест премудры Соломон, царь Израилев. Первое, рекомое еврейским языком маслотх, по-греческой параболе, по-латыни провербия, а по-русски притчи Соломоновы. Вторые книги написал ест, еже зовутся еврейским языком коелев, по-гречески еклесиаст, по-латыни конционатор, а по-русски соборник. Третьи же книги цара Соломоновы нарицаются сира сирым, по-латыни кантикум кантикорум, еже по-русски и сказуется песнь песням. У первых книгах своих, еже славуть притчи, пишет о навуце людей молодых, якобы отец сына, навучаючи единого каждого особно. Яка о сём написал Есмі Ширей у предасловии, еже ест у книгу притчей царя Соломона. У сёй же книзе, рекома Еклесиаст или соборник, пишет о навуце у всех людей, посполито сущих у летах мужества, приводячи им на память суету, бяду и працу сяго света. Панеже у размаитых речах люди на свете покладают мысли и кахание своя. Едины у царствах и у пановании, друзья у богатстве и у скорбах, иные у мудрости и навуце, а иные у здравии, у красоте и у крепости телесной. Нецы же во множестве имений и статку, а нецы у роскошном ядении и питьи, и у любодеянии, иные теже у детях, у приятелях, во слугах и во иных различных многих речах. А так единый каждый человек имать некоторую речь пред собою, у ней же вся наиболее кахая, и о ней мыслить. Разумея же сия речи, премудрый Соломон краткими ест словами у сёй книзе, якобы у зерцале, нам написал глаголе: суета над суетами, и усё суетно, и утеснение духова. А сёй книги можем и досконале поразуметь, и же царь Соломон о мыслях и о каханиях людских говорит. На некоем бо месте пишет, и же несть лепшего, только ясти и пите, и чините добро души своей, а на другом месте пишет, лепей пойти у дом плачу, нежели у дом пирования. Так же на ином месте кажет, ничто же имать злишку мудрый над глупого, понеже единаковый есть конец обою их. В ином же месте кажет глаголя, яко свет превышает над темности, так и мудрый над глупого. Мудрый имать очи во главе своей, а глупый по тьме ходить. Також и о иных речах у сёй книзе пишет. Они же видятся себе быть противны, яко и людская кахание и мысли суть себе противна. Един бо у том ся кахает, тое хвалить, и о том мыслить, а другий другое, а иный иное. И во всех тых каханиях и мыслях людских знашел есть царь Соломон суету и утеснение души. На концы же книги сёе явил есть разум мысли своёе, глаголя. Конец молвения уси укупе послухайте. Бога бойся и заповеди Его соблюди, то есть воистину совершенный человек. Нарицается же сия книга соборник,
Панеже не ка единому чалавеку ў ёй пішыць, а ка ўсёму сабору людзей. І не единага чалавека мыслі кахання яўляецца, но ўсяго сабора. І таго радзі завецца сія кніга «Саборнік».